вообще это сделать? Давайте я сейчас вам все расскажу. Вы заходите на сайт YouTube, после этого переходите к прямой трансляции. Затем, ребята, смотрите, здесь у нас URL, адрес сервера. Вы копируете это все. Самое главное, что многие творческие здесь нашли свой дом, и мы решили различные проблемы. Название пишет трансляции, то есть, если я нажму показать, то здесь у нас будет код трансляции. Этого ни в коем случае делать нельзя, так как кто знает этот код, сможет сделать за вас. А вам это нужно? Поэтому, ребят, вы нажимаете показать, и ни в коем случае никому не рассказывайте, даже своим друзьям. Вставляете в интернет. Дальше, в принципе, здесь больше делать ничего не нужно. Идем дальше. Битрейт. Что касается битрейта. Как вообще узнать, какой битрейт вам нужен? Вы можете сделать тест на пропускную после того, как вы идете стримнейм, то есть поток стрима. Либо сделать это проще. Перейти на сайт спид-теста. Давайте сделаем это. И заодно перейдем на сайт ВК Software. Может кому-то показаться, что это сайт для PS-очки, но для XSplit он тоже подходит. Смотрите, что делаем. Так, запись идет, все отлично. Мы выбираем сеттинг. Дальше ставим kilometers. Если у вас стоит мегабит, ставим килобит. И дальше нажимаем Go. Это новый сайт теста. Бета-версия. Вообще такой неплохой дизайн. Сейчас нам покажет нашу скорость. Я вижу, что пинг 2 ms, это очень хорошо. Это новый сайт теста. Бета-версия. Вообще такой неплохой дизайн. Сейчас нам покажет нашу скорость. Я вижу, что пинг 2 ms, это очень хорошо. Это новый сайт теста. Бета-версия. Вообще такой неплохой дизайн. Сейчас нам покажет нашу скорость. Я вижу, что пинг 2 ms, это очень хорошо. Это новый сайт теста. Бета-версия. Радужным. Мне хочется призвать пойти на выборы и покаться. Здравствуйте! В эфире национального телеканала Ингушетия «Новости 24». Сегодня день, когда большая страна выбирает свое будущее, выбирает президента России. В списках более 100 миллионов избирателей, участков более 97 тысяч. В нашей республике работает 137 избирательных участков. Важность этого дня осознает каждый житель региона. Отдать голос за выбранного кандидата можно до 20 часов. Созданы все удобства, чтобы каждый житель Ингушетии смог выполнить свой гражданский долг. Для пожилых и с ограниченными возможностями здоровья людей организован специальный транспорт, чтобы они смогли добраться до своих избирательных участков. Также по поручению главы Ингушетии Нузбека Евкурова в правительстве региона создан и функционирует оперативный штаб в целях координации оперативного реагирования на обращения о нарушениях в обеспечении бесперебойного электро-, газа, водоснабжения, телефонной связи и сети интернет на период проведения выборов. Ну и практически во всех УИКах подготовлены концертные программы и небольшие сувениры для избирателей. Особое внимание уделяется голосующим впервые. За ходом голосования сегодня мы следим вместе с нашими зрителями в течение всего дня на национальном телеканале Ингушетия в прямом эфире рассказываем и показываем избирательные участки. На каждом из них, как убедились наши корреспонденты, предусмотрены комната отдыха, помещение для совершения молитвы и даже возможность поиграть в шахматы. Ну а тем, кто первым пришел туда проголосовать, были вручены подарки. Хроника избирательного процесса к этому часу в следующем материале.
Накрытые столы, развернутая сельхозярмарка и играет симфонический оркестр. Такая культурная программа организована практически на всех избирательных участках Ингушетии. А в остальном все по протоколу. Голосование проходит тайно, за избирательную ширму заходит только один человек. Советовать, за кого голосовать, не имеет права никто. За порядком здесь следят сотрудники полиции, за ходом выборов наблюдают общественники. У нас ожидается около 1000 избирателей. В Центре культурного развития избирательный участок номер 18. Также воспитанники Центра культурного развития подготовили концертную программу, приуроченную к выборам президента России. Работа идет в штатном режиме, люди приходят. На нашем участке впервые голосующим подготовлены подарки. Тем, у кого сегодня намечается день рождения, и тому, кто впервые голосует, тоже намечены подарки. На избирательном участке номер 15 города Магас было многолюдно с самого утра. На этом участке зарегистрировано более 1000 человек. Именно сюда пришел проголосовать и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров вместе со своими детьми. Он отмечает, что сегодняшний день играет большую роль в жизни страны. Мы выбираем достойного лидера, подчеркнул глава региона. В 8:05 доложил руководитель избиркома, что все избирательные участки открыты вовремя, 8 часов. И голосование началось. Доклады пока хорошие, нормальные. Все по плану. Вы традиционно пришли с семьей? Да, с детьми, да. Но я думаю, что все так должны делать, почему детей надо приучать к тому, что они граждане страны, граждане республики, и они должны ходить в такие мероприятия, как выборы, как субботники, как общественные мероприятия. Они должны присутствовать, они должны ходить, должны жить, они часть общества. На избирательных участках оказывают необходимую помощь в ориентировке по участку добровольцы, общественники и волонтеры. Функционируют медпункты, дежурит спасательная служба на случай необходимости. Напомню, выборы президента страны проходят в 7-й раз. Глава государства избирается на 6 лет. Жители республики очень серьезно отнеслись к выборам. Каждый пришел решить судьбу государства. Среди избирателей много людей пожилого возраста. Каждые выборы это наши Каждые выборы мы голосуем. Свой голос отдаем. Специально ходим в эту 8-ю школу. Здесь у нас выполняем свой гражданский долг. Смех, веселье и чувство праздника царит на участке номер 81 города Назрань с раннего утра. Здесь свой выбор сделал и мэр города Алихан Тумгоев. Градоначальник на личном примере показал всем жителям, как важно проявить чувство патриотизма и выполнить свой гражданский долг, придя на президентские выборы. Мы сегодня выбираем мощную Россию с мощной экономикой, с мощными вооруженными силами. Я за это проголосовал, за будущее нашей республики, за будущее наших детей, за великую Россию. Среди первоголосующих 18-летний Накир Тумгоев. Это первый и самый ответственный шаг для молодого человека. Я думаю, мой голос очень важен, и я думаю, что он будет решающим. Впервые голосует и невеста Милана Джандарова. Ее новая жизнь в новой семье началась не с праздничных застолий, а с посещения одного из избирательных участков. В пункт проведения голосования в Назране избиратели приехали целым свадебным кортежем, что стало некой традицией в нашей республике. После исполнения своего гражданского долга невесте вручили подарок и проводили ее добрыми пожеланиями. Сегодня для нас, конечно же, праздник, самый большой, и выборы, и свадьба, брат женится. Для нас это большое счастье. Мы относимся к Назране, поэтому пришли сюда голосовать. Невеста тоже проголосовала. И все те, кто были с нами с паспортами, тоже проголосовали. А это 108-летняя жительница Гамурзиевского центрального округа Петимат Миржоева. В силу своего преклонного возраста пожилая женщина не может прийти на избирательный участок. И поэтому волонтеры сами пришли к ней домой. Пожилая женщина признается, что за свою жизнь ей не раз приходилось выбирать будущего главу государства. И в этот раз она не могла остаться в стороне. Ветерану Великой Отечественной Камбулату Гайсанову 82 года. Он перелистал сотни страниц истории, прошел всю Великую Отечественную войну, увидел становление республики. И сегодня тоже он принимает участие в судьбе государства. Сейчас у меня двоюродной брат умер.
У меня, я как старший из Гайсановых должен был там на похороне присутствовать. Поскольку, значит, это я считаю важным для ингушского для ингушского народа, я считал это, значит, важно, поэтому я отложил это дело, пришел сюда. Каждый голос, отданный сегодня, это не просто галочка в бюллетене, а выбор будущего страны, региона и гражданина. Поэтому даже в самых высокогорных селах Ингушетии люди с самого утра первым делом активно идут на избирательные участки. Села горного района республики отдаленные, поэтому организован подвоз избирателей. Двери избирательных комиссий будут открыты до 8 вечера. Каждый может и должен сделать сегодня свой выбор. Ну и активность населения, явка на 12 часов по Ингушетии составила больше 29%. Статистика также показывает, что явка на избирательные участки на данную минуту на 28% выше, чем она была в 2012 году в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах. Сегодня еще за 2 часа до завершения голосования в Камчатке явка была гораздо выше, чем в 2012 году. Итоговая протокольная была на 61%, сейчас уже больше 63%. Явка в Магаданской области тоже выше протокольной была 58%, ну а сейчас больше 65%. Люди действительно идут, активно голосуют, отметил зампред ЦИК Николай Булаев. Но количество международных наблюдателей на выборах президента России выросло вдвое. Их на участках работает сейчас более 1500 человек. Это уже данные председателя Центра избиркома Эллы Памфиловой. Она же рассказала, что сайт ЦИК сегодня подвергся мощным интернет-атакам. 18 марта с 2 до 5 часов ночи была отражена компьютерная атака на сайт типа «Отказ на обслуживание». Пик атаки пришелся на 2 часа 20 минут по московскому времени. Источники атаки были расположены в 15 странах, сообщила Элла Памфилова. В целом по стране явка достаточно высокая, а некоторые регионы, как, например, Сахалин и Колыма, вообще бьют рекорды. 48% и 54% по данным на 15 часов местного времени соответственно. Ну, в региональном центре избиркоме сейчас находится моя коллега Лилия Измайлова. Давайте спросим у нее, какова информация к этому часу. Лилия, тебе слово. Продолжаем вещать для вас. Мы находимся в избиркоме. Сюда стекается вся информация о явке избирателей на избирательные участки, где они могут выбрать, проголосовать за кандидата в президенты Российской Федерации. И более подробно нам об этом расскажет заместитель председателя избирательной комиссии Республики Ингушетия Беслан Катиев. Беслан, вам слово. Как правильно вы, Лила, сказали, мы находимся в информационном центре избиркома Ингушетии, откуда мы можем смотреть не только, следить за ходом избирательной кампании в нашей республике, но и знаем, что происходит на территории всей Российской Федерации. Здесь в прямом онлайн-эфире мы наблюдаем за ходом пресс-конференции, которые проводит ЦИК России, знаем, какое количество уже субъектов проголосовало. Знаем, что уже в 11 часов завершили голосование Камчатка, Чукотка. Этот процесс уже идет. Уже вторая половина дня, и избирательная кампания уже вступила в новую такую стадию, как голосование вне помещения избирательных участков. В этих целях вот сейчас комиссии уже с 2 часов начали работать с больными, которые подали заявление с просьбой, что проголосуют на дому. Сами не могут выйти. Да, выйти не могут. С этими заявлениями сейчас уже работает участковая избирательная комиссия. Вся избирательная комиссия республики находится в работе. Они распределены по городам, районам. Они посещают избирательные участки, следят, оказывают помощь на местах. Вот такая работа сейчас ведется. Какие данные на момент? Ну, только что в 3 часа мы узнали, что проголосовало уже 57,5% жителей, избирателей нашей республики. Неплохой результат. Это сравнительно неплохой результат, так скажем. Вы сами голосовали сегодня? Первое, что я сделал после утреннего заседания комиссии, это поехал на участок свой и проголосовал.
Какие-нибудь интересные события еще происходят? Вы знаете, вы видите, какая прекрасная сегодня погода. Это все соответствует и настроению людей. Они с большим удовольствием, люди выходят. Чувствуется, что праздничное такое приподнятое настроение. На всех участках, где мы побывали, было оживленно. Шли культурно-массовые мероприятия. Варилось мясо в котлах, танцы и так далее, и так далее. Люди не только выбирают, но и одновременно отдыхают. Радуются, да? Да, мы видим, что на многих избирательных участках развернуты ярмарки, торговые точки. Если учесть, что сегодня рынки не работают, то многие женщины могут сразу, не отходя от участка далеко, сразу купить необходимые для нее товары. Наблюдались ли какие-либо нарушения? Пока о серьезных нарушениях у нас такой информации нет. Но тем не менее, бывая на участках, иногда приходится там некоторые технологические вопросы там, и так далее. Такие моменты возникают. Но они быстро устраняются, все идет в норме. Спасибо большое, Беслан. Я хочу напомнить, что выбирать своего кандидата можно еще до 20:00, да? Да. Потом закрываются все избирательные участки, поэтому кто еще не успел, идите обязательно и проголосуйте. Спасибо, Лилия. Из регионального центра избиркома на прямой связи с нами была Лилия Измайлова. Но мы продолжаем. Высокая явка сегодня избирательно наблюдалась и в городе Воинской Славы. Сразу на нескольких избирательных участках голосовали жители Малгобека и Малгобекского района. Для гостей была подготовлена концертная программа, а также подарки впервые голосующим. Так, в третьей школе Малгобека гостей ждали увлекательные танцы и песни с участием звезд ингушской эстрады. Участок для голосования был оснащен всем необходимым. Также в рамках выборов прошло голосование по проекту формирования комфортной городской среды. Избирательный участок в Малгобеке посетила и глава Ингушетии, который отметил высокую явку жителей района. В числе проголосовавших был и Лом Али Арсамаков, который пришел в ингушском национальном костюме. Вещи вот так арвалец, каждый спец, вейнвизу пача, вехалахар жвец, вехач, цансагу хач асечем, чунаде вейн пейтбал мегис бутсанаде, вехамен пейтбал мегис бу, делdo хол ваша хетер, бусулнаха, беркати волыш, дел пача холцнах. На избирательном участке в ДК также было весело. Атмосферу праздника передавали артисты со своей концертной программой. Здесь также был высокий процент явки избирателей. В числе тех, кто проголосовал впервые, был и Солях Бекбузаров. Парню 18 марта исполнилось 18 лет, и это отметили УИКи. Минкульт Ингушетии приглашает всех жителей республики на праздничный концерт, посвященный 248-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России и очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. Пройдет он сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 на площади Алания в Магасе. Гостей мероприятия ждут яркие красочные выступления артистов ингушской эстрады и творческие номера самодеятельных коллективов. Пока это были все новости к этому часу. Увидимся в 16:00. До встречи. Конечно, я пойду на выборы, и вся моя семья, все мои родственники, знакомые. И, пользуясь случаем, я хочу попросить всех наших жителей республики, чтобы они активное участие приняли в выборах. Мы должны показать, что мы не безразличны судьбе нашей республики, нашей страны.
Официальный сайт национальной телерадиокомпании «Ингушетия» – Ингушетия ТВ. Это самые актуальные новости Ингушетии и СКФО. Это информация о всех передачах и фильмах телекомпании в одном портале. Вы можете смотреть прямой эфир телеканала на сайте Ингушетия ТВ. Ингушетия ТВ – это также актуальная программа передач. Сайт адаптирован для просмотра на смартфоне, планшете и других устройствах. Ингушетия ТВ. Всегда онлайн.